19 мая 2021 года Таллин представил проект новых велодорожек. И, как вы можете помнить, этот проект был раскритикован примерно всеми, начиная от местных жителей и заканчивая диванными аналитиками вроде меня. А в некоторых местах они просто решают ничего не делать. То есть у них она просто резко обрывается, дальше там разберетесь как-нибудь сами, и потом, когда начинается снова удобный прямой участок, они снова возвращаются своими кисточками и рисуют новую полосу. И из расследования City Express, которое вышло на год позже, мы узнали о том, что инициатором тех самых красных велодорожек стал мэр Таллина Михаил Кылвард. Кылвард был очень заинтересован в том, чтобы Таллин стал зеленой столицей Европы, и делал для этого все возможное. Именно он лично инициировал нанесение красной разметки на велодорожке города. По мнению специалистов, план Кылварда был очень хорош, но претворение этого плана в жизнь потерпело фиаско. Это фиаско, братан! Вот оно как бывает иногда. Оказывается, что раз в год и палка стреляет. И вывод, к которому я пришел еще до того, как этот проект увидел свой свет, и до того, как мы увидели конечный результат, оказался недалек от правды. Нам нужна альтернатива, которую центристы предложить не могут и не хотят, и не понимают зачем. О том, что таллинские велодорожки появились по ошибке одного человека, о том, что общественный транспорт в Таллине рискует стать еще хуже, и о том, как один из самых серых и незаурядных бюрократов и откровенно тупой человек стал одним из главных чиновников в Эстонии, сегодня и поговорим. И также Новиков добавил, что красные велодорожки – это лучшая мировая практика, которая в том числе прописана в таллинской велостратегии. Мы всегда стараемся перенимать лучшие мировые стратегии. Если бы центристская партия сейчас бы была в правительстве, то тогда бы мы смогли организовать такую программу, как «Миллион каждому». А на примере таких развитых стран, как Венесуэла, мы можем наблюдать то, что население, состоящее из одних миллионеров, это вполне себе реализуемая цель. Много слов было сказано и много шуток было прошутено про ныне ставшие классическими красные велодорожки. Нелепо долгое строительство, абсолютное отсутствие логики при построении маршрутов и вычурная вырвиглазная красная краска – это все напоминало некий стереотип о том, как должна выглядеть велодорожка. Но, к сожалению, это была не шутка. Было потрачено 2,5 миллиона евро. И, к сожалению, вместо нормальных решений мы получили какую-то очередную конъюнктуру. И в мире конъюнктуры есть один человек, которому нету равных – Андрей Новиков. И после реализации этого проекта в обществе назрел логичный вопрос – кто автор этой глупости? И в этот момент вся мэрия молчаливо спихивала ответственность друг на друга. В то время как где-то в ее потемках сидел один неприметный круглолицый чиновник, который все еще продолжал бубнить себе под нос то, что красные велодорожки – это лучшая мировая стратегия. И действительно понятие того, что такое плохо, что такое хорошо, крайне субъективно. И неправильно называть Андрея идиотом из-за того, что он искренне верит в то, что североамериканские красные велодорожки – это лучшая мировая стратегия. Но помимо того, что он утверждает, якобы красные велодорожки – это лучшая мировая стратегия, идет утверждение о том, что они описаны в таллинской велостратегии. Того? Специально ради Андрея я открыл и перечитал таллинскую велостратегию 2018 года. И знаете, что я там не обнаружил? Какого-либо наставления к использованию красок. Подождите, я, наверное, что-то упустил. Не мог же Андрей это просто придумать? Для этого я обратился к авторам велостратегии с соответствующим вопросом, на что я получил утверждающий ответ, который подтверждал мои догадки. Стратегия – это не руководство по дизайну. Там таких деталей не определено. И уж точно нигде не сказано, что 100% велоинфраструктуры должны быть выделены цветом. Год назад десятки журналистов пытались получить ответ на вопрос, почему таллинские велодорожки выглядят именно так. И так они смогли добиться внятного ответа от таллинской мэрии, ровно как они смогли ответ найти самостоятельно. Спустя год и несколько десятков проанализированных статей мы готовы выйти с ответом «почему?». Если мы откроем велостратегию, то действительно никакого наставления к использованию красок или их внешнему виду там нет. Однако, если мы ее полностью пролистаем, то мы можем найти целых 2 иллюстративных изображения, где велодорожка обозначена красным цветом. Никаких иных наставлений и рекомендаций к использованию красного цвета в ней просто нет. Андрей Новиков, человек, закончивший бакалавриат дважды и получивший степень магистра, словно первоклассник, который открыл впервые учебник, посмотрел вместо текста только картинки и решил, что иллюстрации – это и есть руководство к действию. И в итоге город Таллин получил проект велодорожек, который был сделан просто по ошибке.
Андрей, специально ради вас я постарался и нарисовал картинку мозгов. Пожалуйста, напишите мне на почту ваш адрес, я вам пришлю. Мы хотим всем городом, чтобы вы смотрели на вот это почаще. Таллин в первую очередь должен быть безопасным и комфортным. Мы должны перестать делать город для автомобилей и начать делать город все-таки для людей. Но вот сейчас его делают для велосипедистов, например, однако тем же социал-демократам это сильно не нравится. Они критикуют те решения, что придумала столичная власть. И мы критикуем не велодорожки, мы критикуем именно то, как они реализованы, потому что они реализованы неправильно. Ну, то есть они, например, небезопасны, если исходить из того, Начиная от того, что они небезопасны, заканчивая тем, что у меня возникает сомнение вообще в том, насколько честно был сделан этот проект. В остальных местах мы из-за чего их и называем быстрые решения. Это решения, которые предусматривались не перестройку. То есть, если тут социал-демократ зачастую критикует, зачем вы покрасили, надо было красного цвета асфальт. Во-первых, асфальт мы вообще практически нигде не трогали. Если вы этого не делали, то кто же тогда сделал вот это? Это. И вот это. Я предлагаю начать полиции возбуждать уголовные дела по такому поводу. Это и есть быстрые решения, которые приводились в жизнь, исходя из реалий, в которых мы находимся. Во-первых, Андрей, быстрые решения, они строятся 5 месяцев. Во-вторых, насколько целесообразно тратить столько денег, 1,5 миллиона евро, на разметку? И каким образом был выбран подрядчик при условии, что краска, во-первых, абсолютно вырвиглазная, нигде в мире мы настолько красной краски не видим, заканчивая тем, что она разваливается и смывается в канализацию. Запись этой программы происходила 13 октября, и уже тогда всем было понятно, что краска останется просто в канализации. Это было понятно всем, кроме Новикова. Ну, во-первых, подрядчик был выбран на тендере, это КМГ «Эгитус». Такие же, и зачастую этой же фирмой выполняются работы в Норвегии, в Скандинавии, в Копенгагене, подобные решения. Так что в этом плане как бы это просто сотрясание воздуха и ничего конкретного. Это фиаско, братан! Haters gonna hate. Вице-мэр Таллина Андрей Новиков признал, что состояние краски после зимы оказалось хуже ожиданий. И тут недавно Михаил Кылвард наезжал на Каю Каллас, что, мол, из-за того, что государство отказывается спонсировать проект новой таллинской больницы, город потеряет несколько миллионов. Михаил, напомните мне, пожалуйста, кто понес ответственность за то, что проект, на который было потрачено 2,5 миллиона евро, не просто не выполнил своих изначально поставленных задач, но еще и смылся в канализацию, тем самым загрязнив окружающую среду? Кто-нибудь, хотя бы один человек, понес за это какое-то наказание? Эх, снова Кылвард корпоратив устроил. По словам лектора Таллинского технического университета Анны Трувер, в составе материала может быть опасным выделяющийся из краски микропластик, который разлагается сотни, если не тысячи лет. И в нормальном гражданском обществе должен напрашиваться вопрос: а кто за это все будет нести ответственность? Потому что по итогу за такие большие деньги мы получили проект, который не выполнил ни одной поставленной задачи. И мы можем даже пройтись по каждому из пунктов по отдельности. Велостратегия лежала 4 года на полке, и никто ее не трогал. Перед выборами экстренно она была взята в разработку, и вместо нормального проекта мы получили что-то тяп-ляп, что не соответствовало никаким нормам и было высмеяно с ног до головы. Вместо быстрых поп-ап решений мы получили стройку практически на полгода. Результат оказался еще хуже, чем ожидалось. Ну, а спустя полгода вся краска еще и смылась в канализацию, загрязнив окружающую среду. Был ли уволен за это хоть один ответственный чиновник? Был ли за это уволен вице-мэр, который несет полную ответственность? Нет, более того, он еще и пошел на повышение, и теперь он является главой таллинского транспорта с зарплатой больше, чем 6 тысяч евро в месяц. Новиков и транспорт — это абсолютно какая-то иная пьеса, потому что количество противоречий в его высказываниях с каждым годом стремится к бесконечности. Чего стоят только его одни изречения на тему автомобилизации и зеленого поворота. И как мне правильно писал Новиков, один из его бывших коллег, это то, что это максимально циничный бюрократ, потому что даже в контексте центристской партии, которая известна своими популистичными и противоречивыми высказываниями, способность Новикова усидеть сразу на всех стульях просто поражает. Причем поражает она даже в том контексте, если все стулья оказываются перевернутыми. Один раз не... Смотрите, есть простой пример. Невозможно делать город зеленым и продолжать строить его для автомобиля. Эти два понятия абсолютно полностью несовместимы. Невозможно сделать зеленый город, если ты постоянно пользуешься автомобилем. Однако в голове у Андрея эти два понятия абсолютно друг другу никак не противоречат.
Вице-мэр добавляет, что Таллин уже с 2006 года выстраивает свою политику таким образом, чтобы пропагандировать зеленый образ жизни. Мы попросту не можем расширять имеющиеся и бесконечно строить новые дороги, чтобы уместить туда всех желающих. А всего за пару лет до этого он говорил следующее. Да, ликвидация дерева само по себе нехорошо, но в то же время это не может становиться аргументом, стопорящим развитие. Несколько недель подряд таллинцы вынуждены были наблюдать блокирование разных строек дорог под прикрытием лозунгов о необходимости защиты природы. К сожалению же, проигравшим от этого цирка рискует остаться обычный таллинец, который по-прежнему будет вынуждать прозябать в пробках. Сомневаюсь, что сегодняшние активисты подумали о тех родителях с детьми, которые каждое утро встают пораньше, чтобы потратить эти же 20 минут в пробке, дыша выхлопными газами. Андрей, так нам все-таки нужно думать о зелени или расширять дороги? Пробки берутся от того, что мы не срубили достаточное количество деревьев, или все-таки из-за того, что у нас слишком много машин? А самое главное, как строительство новых дорог и увеличение количества автомобилей помогает бороться с пробками и выхлопами. С 2012 года ввели бесплатный общественный транспорт, что является продолжением общей зеленой стратегии. Однако, если мы посмотрим на количество пользователей общественного транспорта спустя много лет, мы можем заметить, что оно практически не изменилось. Так почему ваш метод пряника не работает? А дело в том, что при ежедневном выборе транспорта человек полагается на три основных критерия. Это скорость, комфорт и стоимость. И человек не поедет на машине, если эта поездка будет стоить несколько десятков евро и сэкономить всего пару минут. И наоборот, вы можете покупать бесконечно долго свои популистские газовые автобусы, которые в лучшем случае для экологии не вреднее, чем дизельные. Но при этом всем люди не будут пользоваться подобным общественным транспортом, если он вместо 20 минут едет 2 часа. И до тех пор, пока Андрей Новиков тем или иным образом отвечает за общественный транспорт в Таллине, эта ситуация не изменится, потому что она проявляется во всем, начиная от его полной безинициативности на всех собраниях, где он думает только о том, как бы не уснуть, и продолжая частыми противоречиями. Почему город ратует за то, чтобы жители пересаживались на общественный транспорт? Вице-мэр отвечает, что все логично, в автобусе могут ехать 100 человек, а в автомобиле 4 или 5. При этом фактически в автомобиле передвигаются в одиночку или подвое. Абсолютно. Сейчас большинство путей проходит через центр города, что уменьшает пропускную способность столицы. Так общественный транспорт все-таки увеличивает или уменьшает пропускную способность? Хотя о чем вообще идет речь, когда у нас за общественный транспорт отвечает человек, который даже им не пользуется по прямому назначению? Да, я сам пользуюсь общественным транспортом, как правило, на выходных. Ежедневно по работе я все-таки пользуюсь автомобилем, потому что так я не привязан к маршрутам и расписаниям и могу больше успеть. И это очень удобная логика говорить о том, какой в Таллине прекрасный общественный транспорт, и не пользоваться им. Велосипед для меня не средство передвижения, это скорее прогулочный транспорт. Это какой-то абсолютно запредельный уровень цинизма, когда сначала человек, который называет велосипед прогулочным транспортом, становится ответственным за проект велодорожек, а потом он же становится главным по общественному транспорту в городе, при условии, что он открыто декларирует, что он им не пользуется, и автомобиль для него гораздо удобнее. Тот факт, что Андрей Новиков является не просто каким-то обычным серым бухгалтером, который выполняет молча свою работу, а является одним из самых высокооплачиваемых чиновников в Эстонии, является прямым доказательством интеллектуальной коррупции в таллинской мэрии. Ровно таким же доказательством, как условный Вальдман и Бородич. И те из вас, кто плотно следят за таллинской политикой, могут знать то, что последние два больше не занимают своих кресел. Вот только не потому, что при Бородиче общественный транспорт не менялся годами, а Айн Вальдман является классическим примером такого заржавевшего бюрократа, который испортил не один десяток проектов в городе. А потому что один из них ушел на пенсию, а второй решил повысить квалификацию за счет города. Если бы Айн не решил уйти на пенсию, он продолжал отравлять своей поросшей мхом консервативностью всю коммунальную структуру Таллина. Если бы о том, что Бородич решил оплатить себе дорогостоящее обучение за границей, не узнали журналисты, он бы продолжал занимать свое место, потому что никакого сюрприза для таллинской мэрии в этом обучении не было. Калли Кландорф с Андреем Новиковым лично подписали и одобрили это образование. Вот только когда об этом узнали извне, это все превратилось в такую токсичную и неприятную пиар-историю. И они не придумали ничего лучше, просто как цинично избавиться от человека, которому сами разрешили это сделать. Гость нашей студии, вице-мэр Андрей Новиков, точно знает, на что будут потрачены транспортниками взятые в кредит суммы. Все пойдет непосредственно в транспорт и улучшение его качества. Бородич был изначально некомпетентным чиновником, и возникает вопрос о том, как он в принципе попал на свою должность, потому что город не должен брать на работу людей, которые будут лояльны партии, но при этом всем не будут соответствовать по компетенции. Циничность этой истории заключается в том, что его уволили за желание повысить свою квалификацию, которая стоила 50 тысяч евро, в
то время как Андрей Новиков, который потратил 2 миллиона 300 тысяч евро на абсолютно провальный проект велодорожек, не просто не лишился своей работы, он еще и получил повышение. И я очень не советую вам покупаться на вот эти красивые слова о новой транспортной модели, которая вот-вот с года на год выйдет. Потому что Новиков тем и знаменит, что он часто использует какие-то красивые слова и изречения, смысл которых он не понимает. Я до сих пор помню, как Андрей пламенно разносил проект главной улицы, что, мол, ладно вам, проклятым урбанистам, все равно на автомобильное движение, но автобусы же встанут. Вот только спустя много лет до сих пор остается непонятным, каким образом сужение автомобильных полос вызывает замедление движения у общественного транспорта, у которого, по идее, должна быть отдельная инфраструктура и отдельные выделенные полосы. Абсолютное непонимание концепции спровоцированного спроса, когда постройка новых дорог вызывает увеличение количества автомобилей и наоборот. И абсолютное непонимание того, как человек выбирает свой транспорт каждый день. И в этом весь Новиков. Только беда не приходит одна. Проблема Новикова заключается не только в том, что он абсолютно глуп и профнепригоден, но и в том, что он абсолютно безинициативен. И как о нем очень часто отзываются его бывшие коллеги, Новиков очень сильно похож на троечника, который вроде как приходит на занятия, вроде как сидит на них и вроде бы даже что-то пишет. Вот только результата от этого нет никакого. И его пофигизм проявляется абсолютно на всех уровнях. И ему даже за него не стыдно. Прямо как в той истории, когда он сначала одобрил дорогостоящее обучение Бородича, а потом, когда в интервью его спросили об этом, он спокойно и смело, ни на секунду не стесняясь, ответил. Что могут быть такие цифры, я даже, честно говоря, не предполагал. То есть на момент скандала, когда вот это все вылезло в прессе, вы не были в курсе деталей? Нет, ни один чек, еще раз повторюсь, ни одна сумма, которая шла на обучение, она не была со мной согласована именно как сумма конкретная. Скажите, пожалуйста, откуда в Таллине взялась в бюджете бюра в 12 миллионов евро? Ну, когда вдова свергнутого короля Уганды просит тебя в денег в долг, ты об этом долго не думаешь. Ведь это отличная инвестиция в будущее Эстонии. Тем более они обещали вернуть нам эти 10 миллионов 300% годовых. А еще 2 миллиона куда делись? Следующий вопрос, пожалуйста. И есть истории, в которые даже невозможно было бы поверить, если бы мы не знали о том, кто такой Андрей. Несколько человек из разных партий рассказали мне одну и ту же историю о том, как на очередном заседании Новиков в очередной раз скучал в окно, пока речь не зашла о парке Лембита, который было предложено переименовать в парк Украины. И тут Андрей впервые за много лет поднял голову и возразил: О, а этот парк я знаю, я там пиво иногда пью. Ну и Когда я впервые услышал эту историю, мне показалось, что это какая-то шутка. Но когда мне ее пересказали несколько разных человек из разных партий, я вспомнил, что мы имеем дело с Андреем, и даже когда кажется, что падать ниже уже некуда, ему всегда удается удивить. И в Таллине действительно есть много стратегий, которые написаны единственным компетентным органом, центром стратегий. И такие стратегии, как велостратегия и климатическая стратегия 2035, не уступают по своему уровню и качеству аналогичным стратегиям в других городах. Велостратегия лежала на полке 4 года, а потом была прочтена где-то в туалете за 5 минут. Климатическая стратегия Таллина 2035 предполагает уменьшение количества асфальта в городе. Однако Новиков продолжает видеть влажные сны о том, чтобы расширить еще очередную дорогу. Отсутствие собственного визионерства может быть легко нивелировано, если человек является хорошим управленцем и способен реализовывать чужие стратегии. Вот только это абсолютно не про Новикова, потому что ему категорически все равно, неважно и не интересно, что написано там в чужих стратегиях. Он может позволить себе ничего не делать, и он это прекрасно знает, и он этим прекрасно пользуется. И оттого наиболее отвратительно читать всю эту лесть в СМИ в его сторону. Сам факт того, что Андрей Новиков принял участие в конкурсе на должность члена правления, является большой победой для предприятия. Работа в качестве вице-мэра, ответственного за транспортную сферу крупнейшего самоуправления Эстонии, обогатила его отраслевым опытом и знаниями. Именно эти экспертные преимущества он сможет реализовывать на практике в самом крупном предприятии общественного транспорта. Вот вы удивитесь, когда узнаете, что катаясь между рабочими заданиями, стоя в пробке, он потратил времени больше, чем разрабатывая сами эти стратегии. Новиков пробовал вице-мэром по общественному транспорту практически год. Что за этот год было сделано, кроме бесконечных разговоров о том, что нужно делать хорошо, плохо делать не нужно, и бесконечных разговоров о новой транспортной модели, которую вот-вот уже должны выпустить? Новая транспортная модель будет называться GTA Tallinn City. И в каждый дом можно будет зайти, и в каждый небоскреб. Еще там можно будет сесть в самолет и улететь в другой город. И после того, как появилась новость о том, что Новиков уходит из политики, на секунду можно было даже выдохнуть. Фух, наконец у меня появилось столько много свободного времени без политики. Столько всего можно успеть.
Однако я бы не советовал так сильно обольщаться, потому что Новиков продолжит работать над Таллином и продолжит делать его хуже, получая зарплату из вашего кармана. И я не думаю, что он начнет работать лучше. Скорее всего, он продолжит неэффективно просиживать штаны теперь уже в кабинете таллинского городского транспорта и продолжит тратить время города впустую. А самое грустное, то что нет никакой надежды на то, что на его место придет кто-то лучше, потому что не по принципам меритократии работает центристская партия. Скорее всего, его место займет другой, еще более лояльный и абсолютно такой же профнепригодный чиновник. Встретимся на выборах.